Здравствуйте, ребята! Начинаем наш очередной урок изучения физических закономерностей электрического тока. Проверьте свою готовность к серьезной работе, приведите в порядок свое рабочее место и настройте на учебный лад свои мысли. Мы приступаем к изучению темы «Электрическое сопротивление проводников». Сегодня на уроке мы вспомним, как обозначаются различные элементы электрических цепей и познакомимся подробнее с назначением некоторых из них. Изучим, как зависит сила тока в проводнике от напряжения на нем. Познакомимся с новой физической величиной сопротивлением проводника. Узнаем, в честь какого ученого названа единица измерения сопротивления. Продолжим совершенствование умения решать задачи на расчет параметров электрических цепей. Начнем урок с повторения. Вспомним, как обозначаются на схемах некоторые элементы электрических цепей. Внимательно смотрите на экран и называйте вслух изображение элементов электрических цепей, которые на нем появляются. А заодно анализируйте, какую функцию выполняют данные элементы в электрической цепи. Вы, конечно, определили, что в первой строке слайда расположились обозначения гальванического элемента и батареи элементов, и это источники тока. Во втором ряду мы видим соединение и пересечение проводов. Функция проводов заключается в соединении отдельных приборов и устройств, включенных в цепь с источником тока. Амперметр и вольтметр – это электроизмерительные приборы, позволяющие определить величину силы тока и напряжения в цепи. Вы помните правила подключения амперметра и вольтметра, изученные нами на прошлых уроках? Да, скоро проверим. Выключатель, клеммы, реостат, плавкие предохранители – все это элементы электрических цепей, управляющие. На этом слайде мы видим потребители тока, лампу, звонок, нагревательный элемент и резистор. Вы знаете, что такое резистор? Давайте разберемся. Резистор – это металлический проводник в виде спирали, изготовленный из специальных сплавов. А теперь задание на составление электрической цепи. Начертите неразветвленную электрическую цепь, состоящую из элементов, которые вы видите на экране, так, чтобы электроизмерительные приборы определяли силу тока и напряжение на потребителе тока. Будьте внимательны, не забудьте про правила подключения в цепь электроизмерительных приборов. Приступайте к работе. Вы, конечно, легко справились с этим заданием, ведь схема, состоящая из источника тока, выключателя, резистора, амперметра и вольтметра, совсем легкая и выглядит следующим образом. С помощью данной электрической цепи проведем эксперимент и выясним, как связаны между собой силы тока и напряжения. Подготовьте следующую таблицу. В нее вы будете записывать показания вольтметра и амперметра в ходе эксперимента. Все готово? Теперь внимательно посмотрите видеофрагмент и постарайтесь записать показания приборов. Учтите, что в нашей виртуальной лаборатории силу тока измеряют с помощью дециамперметра, то есть цена деления прибора составляет 0,04 ампера, а предел измерения амперметра 1 ампер. Напряжение будем измерять вольтметром с ценой деления 0,4 вольта. Приступаем к лабораторной работе.
Первоначальное напряжение на резисторе равно 0,8 вольт, а сила тока на нем 0,1 ампера. Запишите эти данные в таблицу. Увеличим напряжение в 2 раза до 1,6 вольта. Понаблюдаем, что происходит в электрической цепи. Вы видите, что сила тока на резисторе также увеличилась в 2 раза и стала равной 0,2 ампера. Проведем третье измерение. Еще раз увеличим напряжение на резисторе вдвое до 3,2 вольт. Сила тока теперь равна 0,4 ампера. По данным таблицы построим график. По оси ординат будем откладывать значение силы тока, а по оси абсцисс – значение напряжения. Полученный график представляет собой прямую пропорциональность, то есть сила тока в проводнике прямо пропорциональна напряжению на этом проводнике. Обратите внимание на то, что отношение напряжения к силе тока в каждом из опытов оставалось постоянным, в данном случае равным 8. Такое отношение будет оставаться постоянным для каждого конкретного проводника, но у разных проводников отношение напряжения к силе тока отличается. Можно сделать вывод о том, что существует физическая величина, характеризующая свойства проводника, по которому течет электрический ток. Эта величина называется электрическим сопротивлением проводника. Чем больше сопротивление проводника, тем меньше сила тока в нем при том же напряжении. Сопротивление обозначают латинской заглавной буквой R. На основании наших рассуждений можно сделать вывод о том, что сопротивление проводника можно выразить соотношением R равно U, деленное на I. Единица измерения сопротивления Ом. 1 Ом – это сопротивление такого проводника, в котором при напряжении 1 вольт сила тока равна 1 амперу. Единица измерения сопротивления получила свое название в честь немецкого ученого Георга Ома, открывшего основной закон электрической цепи. Так как сопротивления различных проводников могут значительно отличаться на практике, часто используют кратные и дольные приставки килоом, мегаом, миллиом и так далее. Выразите в омах значение следующих сопротивлений: 50 миллиом, 0,2 килоома, 10 мегаом. Приступайте к работе. А теперь проверим, все ли вы правильно сделали. Почему в проводнике возникает электрическое сопротивление? Вы хорошо знаете, что электрический ток в металлах представляет собой направленное движение свободных электронов. Движущиеся под действием электрического поля электроны взаимодействуют с ионами кристаллической решетки металла, сталкиваясь с ними и отдавая часть своей энергии. Таким образом, скорость направленного движения частиц уменьшается, что приводит к уменьшению силы тока в проводнике. Интенсивность взаимодействия свободных электронов с ионами кристаллической решетки зависит от строения кристаллической решетки, поэтому проводники, изготовленные из разных материалов, обладают различной способностью препятствовать электрическому току. Мы уже познакомились с косвенным способом измерения сопротивления проводников и схема этого эксперимента. Существует и прибор для измерения сопротивления проводника или элемента электрической цепи, который называется Ом-метр, и на схемах электрических цепей обозначается следующим образом.
буква омега, замкнутая в кругляшок. Диапазон измерения амметров широк от нескольких Ом до миллионов Ом. Действие амметров основано на косвенном измерении сопротивления путем измерения силы тока, идущего в измеряемом сопротивлении от источника питания с известным постоянным напряжением, находящегося внутри Ом-метра. Шкала прибора градуируется в единицах сопротивления. Ом-метр подключают к обесточенному потребителю, сопротивление которого необходимо измерить последовательно. А теперь будем решать задачи. Определите сопротивление электрической лампы, сила тока в которой 0,5 ампер при напряжении 120 вольт. В дано запишем сила тока И 0,5 ампер, напряжение У 120 вольт, будем искать сопротивление R. Применим соотношение R равно отношению U к I для вычисления сопротивления лампы. Подставим значение, получим 240 Ом. Сопротивление лампы составляет 240 Ом. А теперь попробуйте решить задачу самостоятельно. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 30 Ом, если сила тока в проводнике 0,6 ампер. Работайте. Проверьте, верно ли вы записали краткое условие задачи. И равно 0,6 ампер, R равно 30 Ом. Необходимо найти напряжение У. Из соотношения R равное U к I выразите формулу для нахождения напряжения на концах проводника. Напряжение равно произведению силы тока на сопротивление U равно IR. Осталось только подставить данные задачи в формулу и выполнить вычисления. Проверьте. Если напряжение на проводнике получилось равным 18 вольтам, вы молодцы. И еще одна задача для самостоятельного решения. Определите силу тока в проводнике сопротивлением 600 Ом, если к нему приложено напряжение 12 вольт. Проверьте ход решения задачи. Нам дано напряжение У 12 вольт, сопротивление 600 Ом. Будем искать силу тока И. Из формулы для соотношения сопротивления найдем силу тока. Она равна отношению напряжения к сопротивлению. Подставим данные задачи в формулу и получим значение силы тока в проводнике равное 0,2 ампера. Следующая задача. При напряжении на концах участка цепи равном 4 вольтам сила тока в проводнике 0,8 ампера. Каким должно быть напряжение, чтобы в этом проводнике сила тока была 0,4 ампера? Запишем данные задачи. У первая 4 вольта, И первая 0,8 ампер, И второе 0,4 ампер. Будем искать напряжение во втором случае. Так как сила тока и напряжение изменялись на одном участке цепи, его сопротивление оставалось одним и тем же. Запишем соотношение для сопротивления дважды
индексами 1 и 2, обозначив значение сил, токов и напряжений в каждом случае. Приравняем правые части соотношений. Из полученной пропорции выразим формулу для нахождения напряжения У2 равно У1 умноженное на И2, деленное на И1. Подставим данные задачи и определим, что напряжение на участке цепи при силе тока 0,4 ампера будет равным 2 вольтам. А теперь поучимся решать графические задачи. Первая задача на построение зависимости силы тока от напряжения. Запомните, ребята, такую зависимость называют вольт-амперной характеристикой. По данным, полученным в результате эксперимента, постройте график зависимости силы тока в проводнике от напряжения между концами этого проводника. Внимательно рассмотрите таблицу. Построим координатную плоскость, на вертикальной оси которой будем откладывать значение силы тока, а на горизонтальной значение напряжения. С помощью таблицы построим на координатной плоскости точки графика. А теперь сам график. Видите, график представляет собой прямую пропорциональность. Открою вам секрет. Разделив значение напряжения на значение силы тока, соответствующее любой из точек графика, мы получим одно и то же значение. Это значение сопротивления проводника или участка цепи, на котором мы выполняли измерения. В нашем случае сопротивление равно 4 Омам. Следующее задание научит нас читать и анализировать вольт-амперные характеристики. Определите по графику зависимости силы тока от напряжения, какова сила тока в проводнике при напряжении 6 вольт. Давайте рассмотрим график и установим, что напряжению 6 вольт на нем соответствует сила тока 3 ампера. Это очень легко определить. Теперь ответим на вопрос, чему равно сопротивление проводника. Найдем отношение напряжения к силе тока и определим сопротивление проводника. Оно равно 2 Омам. А теперь давайте порассуждаем, как будет выглядеть вольт-амперная характеристика проводника, если его сопротивление уменьшится в 2 раза или увеличится в 2 раза. Очевидно, что если сопротивление проводника станет равным 1 Ому, сила тока при тех же значениях напряжения увеличится в 2 раза, и график зависимости силы тока от напряжения будет выглядеть так. Если же сопротивление в 2 раза увеличится, то сила тока при данных напряжениях станет в 2 раза меньше. То есть график зависимости силы тока от напряжения будет таким. Мы установили, что чем ближе вольт-амперная характеристика к оси силы тока, тем меньше сопротивление проводника. А теперь закрепите только что усвоенный материал и, пользуясь графиком, представленным на экране, ответьте, сопротивление какого из проводников больше. Проверьте ваш ответ расчетами. Я думаю, вы уже догадались по внешнему виду графика, что сопротивление первого проводника меньше, чем сопротивление второго, так как первый график лежит ближе к оси силы тока. Давайте проверим наше утверждение с помощью вычислений. На первом проводнике при напряжении 5 вольт сила тока равна 2 амперам. Значит, сопротивление проводника равно 2,5 Омам. На втором проводнике сила тока равна 1 амперу при напряжении 7,5 вольт. То есть сопротивление проводника равно 7,5 Омам. Мы выяснили, что сопротивление второго проводника больше. Мы большие молодцы
и научились с вами вычислять сопротивление проводников и анализировать вольт-амперные характеристики. И, конечно, мы не сможем считать, что полностью выполнили план урока сегодня, если не решим задачу на чтение электрических схем и показаний приборов. Пользуясь показаниями приборов, изображенных на рисунке, определите сопротивление электрической лампы. Не торопитесь, внимательно рассмотрите рисунок и определите с его помощью необходимые вам для вычисления сопротивления величины. Вспомните формулу, по которой можно найти сопротивление проводника, и определите, чему оно равно. Давайте проверим ход решения. Проверьте. Верный ответ: сопротивление лампы составляет 5 Ом. А теперь подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы выяснили экспериментально, что сила тока в проводнике зависит от напряжения на этом проводнике, и установили, что электрическое сопротивление характеризует способность электрического проводника препятствовать прохождению электрического тока. Сопротивление измеряется в омах. Сопротивление проводников зависит от материала, из которого изготовлен проводник. С помощью вольт-амперной характеристики можно определить параметры электрической цепи. Ребята, с помощью нашей вольт-амперной характеристики определите, каким было сегодня ваше сопротивление новым знаниям. Найдите соответствующий вашим достижениям и настроению график. Буду рада, если вы выбрали линию, максимально приближенную к оси силы тока. Это будет означать, что на уроке вам было интересно и легко, а ваше сопротивление новым знаниям минимально. А теперь пора прощаться. Урок окончен. До свидания.